В нашей профессии, вообще в кино, одно из важных качеств, ребят, благодарность. И я вот с чего хочу начать. Я хочу вам показать фотографию женщин, с которыми я работала. Я их называю мои феи, которые меня всему научили. Ну, не всему, потому что этой профессии можно учиться всю жизнь. Внизу сидит, это моя самая главная фея Ирина Михайловна Третьякова. У нее огромнейший опыт, еще начиная с советского кино. Она работает на студии Валерия Петровича Тодоровского уже много лет. Мы с ней отработали очень много больших проектов. Она для меня все. Рядом с ней стоит, прислонившись ей на плечико, Талькова Татьяна Ивановна. Это кастинг-директор. Они работают всю жизнь вместе, потому что работа второго режиссера, она просто с кастинг-директором — это самая близкая связь, потому что планировать без занятости артистов, мы еще к этому перейдем, невозможно. Ну и к ним пристроился тут Юрий Ахтямович Шейгарданов, это оператор, который в свое время еще снял легендарный фильм «Собачье сердце», а мы вот в этой компании отработали фильм «Француз» в 2018 году, режиссер Андрей Сергеевич Смирнов. Что самое первое, наверное, с чего хочется начать в работе второго режиссера, ребят, это, может быть, самый трудный, но и самый простой подход – это любовь. Вот если вы не полюбите режиссера, если вы не полюбите оператора, если вы не полюбите группу, если вы не полюбите материал, с которым вы работаете, если вас что-то раздражает, с кем-то не складывается, лучше не ходите. Нужно честно к себе относиться. Иногда, я вам скажу, иногда очень много уходит времени. Особенно любовь к материалу. Потому что если вам не нравится сценарий, если он вас раздражает, это можно сойти с ума. Значит, когда мне приходит сценарий, первое, что я делаю, я читаю его просто как литературу. Я не напрягаю мозг, не думаю о производстве, не думаю, как это снять. Потом уже, когда я читаю это второй раз, я уже начинаю думать о производстве, но зачастую лезут какие-то редакторские моменты. Если я чувствую, что лично мне что-то не нравится, что-то я вижу где-то как-то слабый момент, то в якутском кино я имею право обсудить это с сценаристами, с режиссерами. И если я чувствую, что очень много есть каких-то небольших провальчиков, то я обязательно собираю читку сначала в очень малом кругу. Мы читаем этот сценарий как сценарий драматургический. Мы идем по драматургии. Нельзя выйти на читку производственную, если очень много вот таких моментов драматургических, потому что очень много времени на читки уходит на то, а почему этот герой сюда пошел, а почему он это сказал, а мне непонятно это. Вы больше обсуждаете сценарные моменты. Чтобы этого избежать, сначала собираемся я, там сценарист, режиссер, оператор может присоединиться. Если сценарий крепкий, хороший, мы выходим сразу, конечно, удобнее всего начинать с читки сценария. До этого я сценарий обрабатываю. Если вы видите, тут стоит, сколько длится сцена, если вы видите, актеры выписаны, это все я обрабатываю. И уже по итогам читки потом есть какие-то поправки. Если, видите, у меня тут написано «бандиты» 10 человек, или там «жители прииска» 10 человек, это я себе ставлю вопросы, которые потом поднимаю на читки. Например, вот эта сцена 4, да? Центральная улица Прииска, Харайхал, день 2:30. Это первый сценарный день. Я обязательно это все выписываю, чтобы нам потом не запутаться, когда я делаю план. Значит, выписаны артисты. Толстихин в состоянии аффекта медленно идет по улице. Вокруг бегают люди, пытаются потушить пожар, проходит мимо ЗПК и видит мертвых охранников. Где-то плачут женщины от горя. Толстихин подходит к ним и видит убитую медсестру у разграбленного медпункта. Судя по всему, бандиты искали спирт. Баба причитает: «Ой, что творится-то, что же вы, твари, делаете-то, душу юную сгубили. Из-за спирта что творится, ведь молодая была совсем, ей бы жить да жить». Толстихин шокированно смотрит на тело убитой женщины. Толстихин краем глаза замечает какой-то объект на дороге. Увиденное пугает его еще больше, вводя в ступор. На снегу у дороги торчит транспарант, на фанерной крышке из-под ящика прибит бумажный плакат, где нарисована фашистская свастика с текстом.
Мы до этого уже сняли, что, допустим, Толстихин, он в состоянии аффекта, у него было какое-то ранение. Надо проконтролировать грим. Вот он вышел в сцене, как мы его сняли в сцене третьей, в такой же он должен выйти и в этой. Есть скрипт-супервайзер, но это очень редкое явление в якутском кино, и очень жаль. Дальше. Мы видим пожар, да? Пытаются потушить пожар. Нужно подробно, начитки обговорить, как мы видим этот пожар, нужна ли дежурная машина пожарная. Нужно заранее договориться с экологией, написать письма, что в таком-то районе у нас будет гореть там, объект. Нам нужно получить разрешение МЧС. То есть, получается, вот, я обрабатываю сценарий не как литературу, а как производственный процесс сложный. Тут ничего упустить нельзя. Где-то плачут женщины от горя. Иногда не все женщины и вообще артисты могут заплакать. Это тоже обсуждается на читке. Значит, нужно гриму иметь слезы всегда. То есть я вам прям подробно сейчас по одной сцене, как пример, разбираю. Дальше я не буду так углубляться. Значит, Толстихин подходит к ним, видит убитую медсестру. Учет, что это зима, нужно лежать на снегу, нужно предусмотреть, чтобы эта убитая медсестра лежала на чем-то, на теплом, чтобы она была в утеплении. Это все входит, я вам говорю сейчас про бюджет. Казалось бы, написана сцена, но это все смета, это деньги. И если продюсеры на начальном этапе, как это обычно бывает, большая ошибка, нас, вторых режиссеров, привлекают достаточно поздно, и смета не так подробно просчитывается. От этого, когда мы уже выходим в производство, у нас нет денег на это, а это мы не посчитали, а это, и у меня начинается борьба вечная. За что Дмитрий Шадрин после «Не храните меня без Ивана» назвал меня стервой. Значит, Толстихин замечает транспарант, где фашистская свастика. Это уже мы видим, что это работа реквизита, который нужно всегда утвердить заранее. Если на площадке вы что-то показываете режиссеру, без утверждения может возникнуть скандальчик, как говорит Татьяна Ивановна Талькова. И все реквизиты нужно утверждать заранее. Вообще все нужно утверждать заранее. Костюм, грим, пробы там, артистов, это мы дойдем. Все, что мы обсудили по каждой сцене, я записываю, я фиксирую. Это я вам показываю протокол читки к фильму Дмитрия Давыдова «Нелегал». Сильно тут, ну, например, да, вот мы решили, что какое-то исправление, или убираем из сценария молитву, убираем из сценария болезнь, убираем из сценария собак. То есть все, что мы обсудили на читке, это я подробно фиксирую, а дальше это я уже отображаю в другом документе, который называется «Пропланы». Это самый главный документ, самая главная основа под календарно-постановочный план. Вы видите, здесь обязательно я выписываю объект, номер сцены, там, интерьер, экран. Описываю кратко, что происходит. Метраж, сценарный день, персонажи обязательно, потому что если вы здесь кого-то пропустили, дальше вы это пропустите в КПП, а это уже косяк, так скажем. Здесь у меня подробно прописано, например, вот, по гриму, костюму какие поправки. Следы от шрапнели на лице Толстихина, дубль костюма Толстихина. Подробно выписан реквизит, оружие отдельно выписано. Какие животные в кадре, олени, какой игровой транспорт, нарты. Например, что нужно обязательно присутствие пиротехника, потому что у нас горит дом. Выписывается техника операторская тоже. Я отдельно потом сажусь с оператором, мы к каждой сцене проговариваем, на что это будет сниматься. Это рельсы, кран, коптер и так далее. Вот. И в примечаниях я пишу дубль стекла, присутствие пиротехника. 17 апреля подготовка к съемкам, 18 подготовка к съемкам, 19 вот из этих пропланов я выписываю, что мы снимаем. Мы снимаем 2 сцены, там такую-то, такую-то. Здесь все уже подробно выписано, и каждый цех открывает этот план и по нему готовится. Проблема в том, ребят, что не привыкли люди открывать эти все бумажки, внимательно их читать и готовиться.
Но это вот просто непобедимая история. И я сразу вижу, когда на площадке ко мне кто-то подходит и задает какой-то вопрос, я, ага, так, не читал, не готовился. И это надо контролировать. Это надо контролировать всегда накануне, заранее, каждый цех. Готовы ли это, готовы ли это. Иногда случается такое, что у гримерного цеха что-то не готово. Да? Не готова рука, например, как в Харахаре. Не успели сварить ее, эту руку. Вот, и поэтому я не могу подставлять этот цех. Нужно дать время, нужно, значит, вот это все менять. И это будет бесконечно. У кого-то что-то там произошло, у кого-то какой-то форс-мажор, там это пандемия, кто-то заболел. Будьте готовы к тому, если кто-то на это решится, что вам все время придется менять план. Менять план – это значит, нужно обзвонить, если все поменялось, это другой объект, нужно проконтролировать, чтобы администрация предупредила этот объект, что мы на него приедем не такого-то, а такого-то числа. Всех артистов опять по новой нужно им сказать занятость. Когда я делаю план, самое большое, особенно если это в Москве, то это самое большое, подо что делается план, это занятость артистов. В якутском кино попроще, но уже становится сложно, особенно с театральными артистами. Очень плотный график в театре, театр-дом, и нам все равно приходится подстраиваться. Конечно, идут навстречу руководители, но мы сталкиваемся с такими проблемами, что вам придется посидеть, покумекать, как это все уложить, как отпустить артиста на спектакль, как его забрать со спектакля. Когда делается план, если мы говорим о Москве, о московском продакшене, да, то особое нужно уделить внимание договору артистов. Нужно всегда у кастинг-директора все требования, потому что у каждого артиста есть райдер, не райдер, назовем так. Смена вообще длится 12 часов. Классическая киношная смена – это 12 часов. У некоторых артистов, например, вот есть 12 часов, все, он больше не даст. Если там первый час переработки пошел, там у кого-то это там сколько-то процентов от съемочного дня, у кого-то прям 100%, все, начался час переработки, вот если артист там стоил 10 тысяч, то он уже стоит 20 тысяч. И это все нужно учитывать, потому что это все продюсерские деньги. И во время планирования нужно понимать, у кого у артистов такая история, и тогда нужно вызвать его попозже, или, в общем, по-всякому хитрить. Плюс при планировании, ребят, есть такие моменты. Вот сейчас я работаю на кинокартине «Спецстар», мы сейчас первую часть отсняли. Я вам покажу, у меня есть вызывной спецстаровский. И при составлении КПП на этом проекте, на «Спецстаре», режиссер Алексей Амбросьев, оператор Семен Манатов, продюсер Степан Порядин, столкнулись мы с тем, что мне придется делать КПП под лошадей. Потому что есть особенность, они не могут работать 12 часов, как люди. И под это нужно подстраиваться. Скачки, вот мы будем снимать летом, я пока тоже себе с трудом представляю, но трудность в том, что они смогут сделать только один круг, один забег. Один дубль у нас есть в день на именно скачки, а нам нужно снять 4 скачки. То есть это нужно учитывать. Значит, делала я КПП и под оленей. Был у меня КПП на Нуче, когда мы работали, и там был Денис Клеблеев, оператор. И я под него делала, первый раз у меня такое было, я делала КПП под щели в стенах балагана, потому что он хотел, чтобы даже в режим, оттуда шел вот этот режимный свет. Борук-сорук, как говорится. Это такое состояние по свету, оно длится где-то 40 минут вечером, 40 минут утром. То есть это, если утренний режим мы ловим, то это понятно, что группе надо вставать очень рано. Но фильм «Ичи», например, он в основном снят в режим. Тоже это все приходилось учитывать. Но если это выгодно изображению, если это выгодно для фильма, то все наши трудности – это все в сторону. И нужно жалеть людей в какой-то момент, а нужно не жалеть людей.
Иногда нужно жалеть оленей или животных, там, лошадей, а иногда не нужно жалеть. И вот это какой-то внутренний цензор должен определять. Здесь нету правил каких-то. Например, есть правила, там, дети, да, их можно снимать только 4 часа в день по закону, по Трудовому кодексу. Но кто не грешил тем, личное разрешение родителей, это с ними надо уже улаживать эти моменты. Если они дают добро, то да. Так, вызывной лист я вам показываю. Значит, то, что тоже особо не любят читать, нужно заставлять. Иногда ругаюсь и говорю, я вам буду приходить и на ночь, как сказку, зачитывать то, что у нас ждет завтра. Первый съемочный день. Здесь написано состав группы. Вот, Амбросьев Алексей, Аманатов Семен, Петель Анастасия. Среда, 29 сентября. Прогноз погоды пишется. Восход-закат – это как раз вот где режим. Полезный метр – это сколько в день нам надо снять? Нам надо снять минуту 20. Смена начинается с 8 утра до 17. Общая готовность просчитывается, во сколько мы должны быть все готовы. Обед. Обед обычно считается 6 часов от начала смены по Трудовому кодексу. Началась смена в 8, значит, обед должен быть 14, но бывают нюансы, и ты обговариваешь это с продюсерами, что нужно обед раньше сделать, либо позже. Это зависит от объема сцены. Нельзя начать и снять 3 кадра и уйти на час кушать, а потом вернуться. Иногда нужно сцену доснять, иначе состояние у артиста поменять. Это тоже какие-то такие мелочи, которые нужно учитывать. Здесь предупреждение. Внимание, одевайтесь тепло, будет ветрено. Также здесь пишется иногда, берите сменную обувь, если это снимается в интерьере, или берите дождевики, берите резиновые сапоги. Какая-то такая информация. Здесь написано артисты, которые участвуют в этот день, и во сколько и куда каждому из них нужно. Здесь прописывается группа, во сколько, кому, куда. Транспорт. Обычно это делает администрация в Москве, но здесь я прописываю, кто на чем едет и что планируется на следующий день. И вот уже подробно из КПП уже расписывается вот так день, например. С 8 до 9 подготовка к съемкам на такой-то улице, грим-костюм, погрузка техники на такой-то улице. Если вы это написали, то вам надо за это ответить. То есть за этим нужно следить, контролировать. В якутском кино, слава богу, еще больше про творчество. Если нам нужно 5 часов на эту сцену, не идет она. Я никогда не остановлюсь, скажу, все, стоп, ребята, хватит. Если это, это нельзя, это моральные какие-то вещи. В Москве немножечко про это позабыли, и там очень строго контролируют. То есть если в 9:00 мы не выехали в конюшню, я уже могу получить звонок от продюсера. Так, почему? Почему на эту сцену у вас ушло столько-то? И нужно объяснять, что не идет. Бывает такое, что у артиста не получается. Что-то не могут нащупать. Это нельзя. Это ваш внутренний цензор, который... я, по крайней мере, лучше поругаюсь с продюсерами, но дам режиссеру, оператору, артистам нащупать и снять то, чего они хотят, то, от чего они будут довольны. Потому что в первую очередь им нужно будет за это ответить, ребят. И больше всего труднее на площадке всегда, и это нужно понимать и учитывать, это режиссеру и оператору. По мне, так художникам-постановщикам трудно, но первые люди, вокруг которых вы должны их окружить заботой, любовью, гармонией, чтобы им было легко работать, чтобы их ничего не отвлекало, не раздражало, это режиссер и оператор, потому что им потом представлять эту картину. И, естественно, конечно же, артистам, потому что они в кадре. Возьмем так, московская артистка идет, и я понимаю, что она натыкается на ненатопленную баню. Значит, у нее уже будет плохое настроение. Значит, она придет на площадку уже чуть-чуть на нервах. А если еще и с режиссером чуть они не сходятся там, то это все идет на процесс, влияет. Это тратится съемочное время, это тратится качество фильма. Понимаете, казалось бы. И почему я все время ругаюсь, и почему Шандор назвал меня стервой? Потому что я всегда борюсь за бытовые условия. Это очень важно.
хоть я здесь и живу уже с 2012 года, но мне все равно трудно, ребят. Я вам честно признаюсь, и всегда у меня будут вот эти споры. Луковцев вспомнит про тазик, до сих пор не может забыть, который я с него требовала на Тит и Бит. Вот. С Прохи Иванова теплый душ. Ну, в общем, к нам приехал парень, он сам работает в Мирном в театре, актер Миша Кучеренко, очень хороший. Но он на время вот уезжает в Москву, пытается там найти работу, и он приезжает к нам сюда на съемки, в Тату. Там он никогда не был. И мы его заселяем так, как заселяем группу. Да? И я понимаю его тоже, он говорит, он не может жить вот толпой в комнате, ну не может. Это не значит, что он какой-то не такой, это другой менталитет. И мы идем так спокойно, он говорит мне, слушай, я так, наверное, не смогу жить, ты только не подумай, что я капризничаю, но можно вот, пожалуйста, меня в гостиницу, я даже сам готов оплатить, вот, пожалуйста. Я говорю, ну ладно, там позвонил, дайте машину. И мы идем через речку, и плывет андатора. Я говорю, о, смотри-ка, андатор плывет. Я говорю, а мы вот сегодня с Любой сюда мыться пойдем, говорю, стираться пойдем сюда. Да? Я говорю, ну да, вот тут мы когда снимали там 2 года назад, здесь вот прям вот я видела, косуля проплывала. Ну и просто ему рассказываю это. На следующий день после гостиницы он приходит и говорит, а ты правда ходила туда мыться и стираться? Я говорю, ну да. Извини меня, пожалуйста, конечно, мне так неловко, что я вот прошу гостиницу, а ты вот тут с андаторами плаваешь. Вот, ну такое бывает. Когда меня позвали, я растерялась, потому что я не понимаю, какой круг обязанностей второго режиссера. Потому что он какой-то без рамок. То есть я понимаю, что делает оператор, художник-постановщик. Там. А вот второй режиссер, он делает, например, вот это. Я вам сейчас покажу. В 2017 году, что ли? Так. Вот это я хожу. Это моя одна из любимейших, наша всеми любимая Матрена Корнилова. И я поэтому и выбрала это видео, чтобы еще ей отдать дань. Объясняю, что здесь происходит. Мы были на этом объекте. По сценарию герои должны были быстренько пройти через речку, там была тропинка. Ну, то есть был проход абсолютно нормальный. Мы приезжаем, все залило водой. А художников я отправила готовить параллельный объект, то есть из художников-постановщиков никого не было. Я позвала всю группу, сказала, ребята дорогие, давайте делать тропинку из камней. Настя, этот мокрый сейчас будет. И вот мы вот эту тропиночку выставляли там. И я сама проверяю безопасность, чтобы артисты могли безопасно пройти. И куча таких случаев, когда приходится на своей шкуре сначала что-то проверить, чтобы допустить артистов туда. И нужно всегда соблюдать безопасность. Потому что есть такие моменты, когда люди заходятся творческие, а давайте. Нужно понимать, что если это опасно, если это грозит, то зачастую в советском кино, если что-то случалось на площадке, садился в тюрьму директор картины, потому что он отвечает за полную техническую безопасность на площадке. На площадке бывает разное. И, конечно, всегда нужно журнал по технике безопасности перед съемками, чтобы группа подписывала, чего у нас тоже бывает не всегда. Но нужно к этому прийти. Пробы актеров. Не все режиссеры любят пробовать. Есть режиссеры, которые достаточно поговорить, либо он уже знает артиста и его берет, либо просто вот посмотрел, по лицу подходит или как-то. Я всегда опасаюсь таких моментов, когда артисты без пробы приходят на съемки, потому что бывали случаи, когда оказалось, что у него не получается, а он уже на площадке. Вот. И что делать? И бывало такое, что срочно нужно искать замену. А это опять съемочное время. Это значит, что идешь, значит, здесь потерял время, значит, там оттуда надо забрать. Поэтому, когда режиссер любит пробы, я всегда выдыхаю, потому что на пробах ты понимаешь, в каком темпе работает оператор, в каком ритме там существует режиссер, как он долго работает с артистами. От этого тоже уже более легко составлять план работы. Плюс это такая репетиция. Потом еще делаются читки отдельно с артистами.
Мы собираемся и читаем уже, обсуждаем роли, потому что начинается. Приходит на площадку, в чем мое зерно? Ну вот есть такое. А вот эти все зерна, чтобы на это не тратить время на съемочной площадке, нужно обсуждать начитки. И прям вот не слезать с них. Ты понял свою роль? Потому что у меня бывало такое, молодой артист, все уже мотор, я не понимаю. Значит, хочется дать по башке, но я отвожу в сторонку. Я ему сказала, ну-ка пойдем пособираем шиповник. Отвела его в сторонку и сказала все, что я думаю, как себя нужно вести на площадке. Если ты не понимаешь, скажи это до мотора. Если ты что-то, у тебя я даю время накануне, вечером, собирайтесь с режиссером, обсуждай, готовься к роли. А не так, когда вся группа готова, свет готов, значит, он зерно начинает искать. Но это исключение, ребят. Это исключение. При работе, при планировании еще что я учитываю? Такой момент. Например, если артист умирает, например, по роли, да, там, или какой-то такой, там бывают моменты, там, что он там весь кровавый или еще что-то, я никогда это не ставлю на его последний съемочный день. То есть это вот мое личное правило, которое меня тоже научила Ирина Михайловна. Ну нельзя, чтобы артист заканчивал съемки в кино своей смертью, уходил домой. Как-то надо так извернуться, что-то придумать, но какую-то сценку оставить на финал, где он живой, ходит спокойно или что-то делает. Это просто такой морально-этический момент. Если в кадр требуется, если написано в сценарии, артист сидит, значит, сидит герой и играет лунную сонату. И я помню, на одном проекте я спрашиваю, а он что, умеет играть на фортепиано? Ой, а давайте узнаем, ты умеешь играть на фортепиано? Нет. Ну ты же читал сценарий, елки-палки, ну как так? Сколько я сталкивалась. И они молчат, ребята, их надо проверять всегда. Наняли репетитора перед съемками, слава богу, научился играть лунную сонату. Один артист, тоже написано, едет на тракторе. Я думаю, ну уж в Якутии уж точно, наверное, прочитал же. Нет, не верьте, всегда спрашивайте любую глупость. Ты умеешь ездить на тракторе? Нет. Да что ж ты молчал? Поэтому их надо контролировать, проверять. Всегда на площадке, за что я тоже всегда воюю, это аптечка. Это тоже такой момент, когда получают травмы, ребята, аптечка вечно за ней никто не следит, где она гуляет. У нас был на Тит и Битте такой момент, мы снимали в балагане, и актриса дергала дверь, и эта дверь просто отлетела ей в лицо. И тут тоже нужно иметь качество быть не паникером, собранным, быстренько сухой лед, который почему-то никогда не могу здесь добиться. И поэтому какой-то минимальный набор аптечки все равно должен существовать, и вы, как второй режиссер, должны это контролировать, требовать. Надо создать полную тишину, чтобы артист, оператор, режиссер
разводили сцену, чтобы никто в этот момент к ним не подбегал. Где наш Илей любимый? Ему Кеша дает какое-то задание поправить звук, так это ощущение, что на тебя мчится кабан. Вот. Он выполняет задание свое, но он не понимает вот этой ситуации, что сейчас нельзя подходить. И поэтому я с боем всегда говорю, не подходите, я всем дам время на поправку, на грим, на костюм, художникам, реквизиторам. Все, я понимаю, что сцена разведена, мы готовы, свет готов, все, подходите, трогайте. А так, что они стоят, что-то придумывают, в этот момент начинается цыганский табор. На площадке, ребят, еще раз я вот сказала, что нужно отключать звук мобильных телефонов. Нельзя сидеть, смотреть, значит, пока идет репетиция, звук поставить, что-то смотрит. Я это пресекаю. Как-то все-таки быть всегда начеку, быть бдительным. Меня раздражает, когда кто-то где-то разляжется и еще спит и начинает храпеть. Вот. Это я просто не терплю. Потом, есть такой пикантный момент, который касается именно работы на якутской земле. Это отношение к природе, к духам. Если вот вы где-то... то есть у нас здесь начинается с алгыса, съемочный процесс. Это тоже нужно с продюсерами обговорить, чтобы вызвали, чтобы не поскупились, купили быпах, оладьи сделали. Как-то, если вы снимаете совместно с московским продакшеном, и они этого не понимают, нужно как-то деликатно это объяснить, но добиваться от них уважительного отношения к нашим традициям, самим тоже вести себя максимально уважительно к земле, к духам, потому что мистика — это не понаслышке, ребята, она есть. И мы сколько раз с ней сталкивались, и как это странно и, может быть, глупо не звучит, и поэтому надо пресекать. Чтобы люди не бросали окурки, чтобы место для курения было одно, чтобы на съемочную площадку не приходили, особенно не бросали стаканчики, еду какую-то. В общем, элементарное поведение, но вы не поверите, это приходится контролировать. Но есть такая программа, москвичи сейчас все сидят на ней, она называется Film Tools. А это программа специально для вторых режиссеров, где вот все то же самое, что я вам показала, нужно делать. Все подробно вбивать, и там легко достаточно планировать. Вбиваешь занятость артистов. Если я хочу что-то поставить на какое-то число, эта программа тебе просто не дает, она тебе выводит. Говорит, артист у тебя занят, тебе не надо вот там искать, занят он или нет. Но в условиях Якутии не всегда это получается, потому что, во-первых, она платная, не все продюсеры согласны за нее платить. Во-вторых, интернет. Туда, куда мы приезжаем на съемки, зачастую интернета нет, и эта программа уже, всегда приходится выполнять все-таки механическую работу, на нее уже не надеяться. Так, что еще вам сказать? Тема вот этого мастер-класса, она называется «Цели, задачи, навыки». Цель одна – помочь снять хорошее кино. Задача тоже одна – чтобы это кино снималось в творческой, добродушной, веселой, иногда строго, если что-то серьезное происходит, атмосфере, чтобы всем творцам, группе было комфортно. Навыки, какие нужно иметь второму режиссеру, это уже, во-первых, быть стрессоустойчивым, во-вторых, коммуникабельным, сердечным, иногда, наоборот, хладнокровным. Но, ребят, всякое бывает в жизни. Не надо устраивать, как любят иногда этих порок, орать. Нужно быть не быть эмоционально распущенным, не переходить на личности. Работа есть работа. Иногда бывает так, что люди срываются, истерика у кого-то случается, кто-то плачет, что-то там происходит. Тихонечко решать эти моменты. Я так впрямую не ору, но мой сарказм, но уколю. Человеку все понятно и немножечко будет стыдно. Но никогда не переходить на личности. Мы не на войне, работа есть работа, надо делать все честно. В кино не должно быть слова «нет». Даже если у тебя в вызывном не написано, в КПП не написано. Захотел, увидел что-то, оператор или режиссер, что-то захотел, а хорошо бы сюда это.
Если, вот я слышал такие фразы, а не написано в вызывном, а вызывной это документ, там начинается. Но нельзя, надо взять и принести, потому что все работает на качество, потому что это в первую очередь живой творческий процесс. Мы не можем как роботы прийти и работать по бумажкам вот по этим. Все, если у вас такой подход бумажный, не ходите в эту профессию. Если вы не готовы в лепешку расшибиться, не ходите в эту профессию. Если вы не готовы мерзнуть, не ходите в эту профессию. Если вы не готовы умирать от жары, не ходите в эту профессию. Но момент здоровья, конечно, тоже это ваш какой-то внутренний цензор должен быть, потому что действительно по женскому здоровью это все отдается. Съемки на холоде, мы потом зализываем раны, когда у нас перерывы. Нельзя прийти, зная, что у тебя артист там будет всю ночь лежать на снегу, и не подготовить ему горячий чай, утепление, теплое место. То есть нужно быть заботливым, потому что вы поймите, здоровье артиста – это его хлеб. Я вам хочу сказать, что вообще кино – это затратная работа, это большие деньги, это большая ответственность, это стрессы, но это не значит, что там все должно быть… Я всегда говорю, что дух романтики, веселья, он должен присутствовать. Потому что мы столько вместе, рядом с друг другом проходим, столько всего. И если каждый раз держать группу в каком-то стрессе сильном, ничего хорошего. Первый человек, обычно которого ненавидят на съемочной площадке, это второй режиссер. Ну, всякое бывает. И драки бывают. Но никогда не подпитывать, знаете, не подпитывать агрессию. Всегда выводить на спокойную, творческую, здоровую в группе атмосферу. Чтобы люди вставали на работу даже в 5 утра, ну, как-то хоть капельку оставались любить эту работу свою.